الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Альхамдулилля, дорогие братья, продолжаем с вами изучение тафсира, толкования суры Аль-Кахф. И последнее, о чем мы говорили, это повеление Аллаха Субханаху ва Тааля своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он говорил «Инша Аллах», если вознамерился совершить какое-то действие в будущем. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. И не говори же ни о чем, что я сделаю это завтра, при этом не упомянув Аллаха, не сказав «Инша Аллах». وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. И помяни Аллаха, если ты забыл. И касательно помяни Аллаха, если ты забыл, ученые сказали два мнения, что первое, если ты забыл сказать «Инша Аллах» на момент обещания, на момент, скажем так, своих слов о каком-то деле в будущем, и когда вспомнил, скажи «Инша Аллах», чтобы тем самым заполучить это благословение Всевышнего Аллаха. Или же второе мнение, то, что тут подразумевается помяни Аллаха, что забывчивость, она приходит от шайтана. Если ты что-либо забыл из повелений Всевышнего Аллаха, то помяни его, вспомни Аллаха, вадкур раббак. Вспомни Аллаха, если ты забылся. И сегодня продолжаем. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля возвращается к истории юношей, которые пробыли в пещере, и говорит: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. И они пробыли в своей пещере 300 лет и добавили 9. Они пробыли в своей пещере 300 лет и добавили 9. Касательно того, кто же говорит эти слова, вот именно вот этот аят, кому принадлежат эти слова, ученые высказали два мнения. Дозволительно сказать, что эти слова, это Аллах Субханаху ва Тааля упоминает слова мушриков, многобожников, что они говорят, то есть многобожники говорят, что обитатели пещеры пробыли там 300 лет и добавили еще 9, то есть 309 лет. Другие же ученые сказали, нет, это Аллах Субханаху ва Тааля сообщает нам о том, сколько же все-таки эти обитатели пробыли в этой пещере. То есть одно мнение, что Аллах приводит слова многобожников, и вот эти слова, где говорится, они пробыли 309 лет, это слова мушриков, многобожников. Второе же мнение, что нет, это Аллах Субханаху ва Тааля нам сообщает об истинном времени, проведенном этими юношами в пещере. И в зависимости от этого, да, следующий аят, который у нас будет, тоже имеет двоякое толкование. Значит, но, как говорят большинство ученых, то, что более явное, более приближенное к смыслу, все-таки то, что это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Что это Аллах сообщает нам о том, что юноши пробыли в пещере 309 лет. И приводят разные доводы, одно из которых, что если вернуться к писаниям и сообщениям ягудов, христиан и иудеев, то там можно обнаружить, что они считают, что юноши пробыли в пещере 240 лет.
То есть вот из этих доводов ученые говорят, толкователи, то, что христиане и иудеи полагают, что юноши пробыли 240 лет, это обращаясь к их источникам, к их писаниям, к их книгам. И, следовательно, слова, где говорится, что пробыли 309 лет, это не упоминание их слов, а это все-таки сообщение от Аллаха Субханаху ва Тааля о том, сколько же юноши пробыли в пещере. Это ответ Аллаха Субханаху ва Тааля тем многобожникам и иудеям, которые пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, с просьбой пояснить и рассказать историю юношей, которые укрылись в пещере. Здесь также, что интересно, касательно 300 плюс 9. Ведь Аллах Субхану ва Тааля не сказал, они пробыли в пещере 309 лет. Он сказал 309, а 300 лет ваздаду тис'a и добавили к этому 9. 300 и добавили к этому 9. И тут большинство толкователей Корана говорят, то, что это одно из чудес Корана и его красноречия, что здесь учитываются два вида летоисчисления. Лунное и солнечное. У нас лунный год короче солнечного. И каждые 33 года у нас лунный год по лунному исчислению будет больше солнечного. И поэтому мы можем заметить, что у нас месяца по хиджри календарю, они что делают? В течение года переходят, так ведь? Например, у нас месяц Рамазан в том году был в одно время, сегодня в этом году он уже пораньше. На следующий год он будет еще раньше, на следующий год он еще раньше, и поэтому вот эти лунные месяца, они переходят, двигаются, а солнечные месяца, они константно, скажем, стоят, вот это исчисление на одном месте. Кроме високосных годов, когда у нас там 29 дней в феврале, да? И здесь же ученые говорят, то, что здесь Аллах Субхану ва Тааля не просто сказал 309, а сказал 300 плюс 9 с указанием на два этих исчисления. И если брать во внимание исчисление арабов во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то это будет равно 309 годам по лунному календарю. Но если брать, как говорят ученые, это летоисчисление христиан и обитатели пещеры в то время, это солнечный календарь, то он будет равен скольки годам? 300 годам. И таким образом ученые так и толкуют этот аят. Говорят, поэтому не сказано просто 309, а сказано 300 и добавили 9. То есть 300 по солнечному летоисчислению и 309 по лунному календарю, потому что он в лунных годах у нас времени годов получается больше. В лунных годах времени получается больше. Это распространенное мнение, оно приводится в Тафсире Ибн Кафира, и Ибн Ашур это же приводят, и другие толкователи. Другие толкователи это мнение приводят. И таким образом, это одно из чудес Корана, то, что арабы, бедуины, которые жили в то время в Мекке, они не знали этой разницы. Они не знали, насколько лунный календарь, солнечного календаря, и сколько будет в итоге, если 300 лет пройдет по солнечному, сколько это будет в лунных годах, они этого не могли знать. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, привел это знамение. И касательно, что это за время, тут тоже есть два мнения. Интересно. То есть вот что интересно, когда читаешь книги по толкованию Корана, ученые приводят все возможные варианты. 309 лет. Что это подразумевается? Какое время? Одни ученые сказали, что 309 лет – это с того момента, как они зашли в пещеру, уснули там, до момента, как они проснулись и вышли к людям. Но также одно из мнений говорит, что это с того момента, как они обратно вернулись в пещеру, до момента ниспосылания вот этого аята пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Такое тоже толкование приводит, что 309 лет, либо период, который они изначально пробыли в пещере, как уснули, или же это
период, когда они обратно вернулись в пещеру, и с того момента прошло 309 лет перед тем, как Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аят о этих юношах в пещере. Такие виды толкования ученые тоже приводят. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, и пробыли они в пещере 300 лет и прибавили к этому 9, говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И следующий аят: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Здесь Аллах говорит: скажи, Аллах лучше знает о времени, которое они пробыли в пещере. Скажи, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что Аллах лучше знает о времени, которое они пробыли в пещере. Вот эти слова, толкование их возвращается к предыдущему аяту. И в зависимости от того, как растолковать предыдущий аят, этот аят будет иметь иной смысл. Если взять во внимание и взять мнение о том, что предыдущий аят, где Аллах сообщает о проведенном в пещере времени 309 лет, это слова самого Всевышнего Аллаха, и Он нам сообщил, то здесь в аяте «Скажи, Аллах лучше знает» говорится для того, чтобы пресечь дальнейшие уже споры с обладателем Писания и других верований. Здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит 309 лет, и все, Аллах лучше знает. Дальше вы не пытайтесь привести свое мнение, не старайтесь спорить, потому что это истинное знание, которое поведал сам Творец Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Значит, пробыли 309 лет, и Аллах лучше знает, сколько они там пробыли. Таким образом, говоря словами «Аллах лучше знает, сколько они там пробыли», Аллах пресекает дальнейший какой-либо спор. И оставит истинное мнение 309 лет. Если же сказать, что предыдущий аят – это упоминание слов многобожников, что это многобожники сказали обитателях пещеры, что они пробыли там 309 лет, то здесь Аллах, говоря «Кулиллаху а'ляму бима лабитhu», скажи, Аллах лучше знает, сколько они там пробыли. Он просто пресекает всякий спор и не сообщает об истинном времени, которое они там пробыли. Так же, как в том аяте, где упоминалось, сколько было этих людей в пещере. 300 и 4-я собака, 3, 4-я собака, 5-я, 6-я собака, 7-я, 7-я, 8-я собака. И потом Аллах говорит, Аллах знает лучше, сколько их там было. И не сообщил на самом деле, сколько же их было. И здесь, если взять это мнение, смысл получится таков же. Вы говорите, их было пробыли 309 лет, Аллах лучше знает, сколько они там пробыли. И не возвращайтесь к этому вопросу. То есть, как бы там ни было, Аллах Субханаху ва Тааля, знание Его безгранично. И если взять во внимание то, что это 309 лет, это слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, значит, это истина, и все любые другие предположения и мнения, они не имеют никакого смысла. Ведь все остальное, помимо Аллаха, есть ложь, а Аллах лишь аль-хак, истинный. «Лаху гайбу самавати валь ард», Ему принадлежит знание сокровенного на небесах и земле. Знание сокровенного на небесах и земле Аллах Субхану ва Тааля все знает. Его знание безгранично. Он знает все, что было, все, что есть и все, что будет. И даже то, чего не было. А если бы было, то как бы это произошло. И нет разницы, происходит действие в кромешной тьме, или же на людях, или же в уединении, происходит на небесах, или же происходит под землей, происходит внутри горы или скалы. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля все ведает, все знает. Он аль-Латиф и аль-Хабир. Он тот, который знает до мельчайших деталей и ведает обо всем. Абасир бихи ва асми'. Как же прекрасен его зрение, и как же прекрасен его слух. Абасир бихи – это такое в арабском языке сыйгат та'аджуб, то есть форма восхищения.
О, как же Он прекрасно видит. Аллах Субхану ва Тааля, от Его взора ничего не утаится. Где бы человек ни находился, в каком бы состоянии бы он ни был, Аллах Всевышний постоянно его видит. Каждый из нас, каждый человек на этой планете, на этой земле и вне этой планеты, он находится всегда под пристальным наблюдением, взором Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Ничего нельзя от Него утаить, ничего нельзя скрыть. И как же прекрасен Его слух, Аллах Всевышний слышит все. Любые слова на любых языках, любым тоном, любой громкостью, все их различает, все их понимает. Эти звуки, эти голоса, эти обращения, они ни в коем случае не приносят ему никакой сложности. Если все 8-миллиардное население обратится ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, вместе с ними еще и джинны, и попросит у Аллаха Субхану ва Тааля, Он услышит каждого из них, услышит мольбу каждого и ни в коем случае не запутается во всех этих. Это действительно великое качество, которое мы даже вообразить не можем. Ведь если в одном помещении даже 10 человек соберется, и каждый начнет говорить, то никто друг друга даже не поймет. Да какой там 10, даже 3 человека одновременно, если начнут говорить, уже происходит каша, ничего не понятно. Не услышишь ты третьего, второго. А тут представьте, какое огромное изобилие звуков Аллах Субхану ва Тааля различает. Поэтому он и говорит: «Абасир бихи ва асми'». Как же прекрасно его зрение, и как же прекрасен его слух. Они совершенны, они не имеют никаких недостатков и недочетов. «Ма лахум мин дунихи мин валийин, ва ла юшрику фи хукмихи ахада». И нет у них, кроме него, каких-либо помощников или покровителей. И у людей, кроме Аллаха, нет никаких покровителей, нет никаких помощников. Лишь Аллах Субхану ва Тааля, если пожелает тебе блага, то ты заполучишь это благо. Если же Аллах разгневается и пожелает наказать человека, то никто не в силах этому противиться, этому противостоять, как-то отвратить это. Аллах Субхану ва Тааля полноправный правитель, господин этого мира. Он все слышит, Он все видит, Он все знает и управляет в этом мире. «Валя юшрику фи хукмихи ахада», и Он никого не приобщает в свои дела. Нет у Него никаких помощников, заместителей, которым бы Он поручал свои дела, которые бы могли противиться Его поручению, которые могли бы отвратить Его предопределение. Нет. Аллах Субхану ва Тааля, Он Аль-Ахад, Он единственный, Аль-Малик, Царь, Ар-Раб, Господь. Если Он что-то пожелает, Он лишь говорит «кун», скажи, Он говорит «будь», и это сбывается. И ничего с этим нельзя поделать. Это величие Аллаха, это Его могущество. Он Царь, властелин небес и земли. И не приобщает Он никого к своим делам, к своим решениям. Значит, с любыми просьбами, с любыми желаниями нужно обращаться лишь напрямую к самому Аллаху Субхану ва Тааля. Не ища никаких посредников, а напрямую просить у Аллаха помощи, поддержки и искать защиты и покровительства только у Него. От гнева Всевышнего Аллаха, от наказания Аллаха можно убежать лишь к самому Аллаху. Ведь от Его гнева, от наказания никто, кроме Всевышнего Аллаха, не способен спасти. И на этом, значит, история из суры Аль-Кахф заканчивается, история обитателей пещеры. История обитателей пещеры заканчивается. Далее возьмем еще 2 важных аята. Аллах Субхану ва Тааля говорит в 27-м аяте: «Ватлю ма ухи илейка мин китаби раббик, ла мубаддиля ли калиматихи, ва лан таджида мин дунихи мультахада». О посланник, обращаясь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ватлю ма ухи илейк», читай же то, что тебе внушено откровением. Ведь нет замены этим словам. И ты не найдешь, кроме Аллаха, прибежище, кроме как у Него. Аллах говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям: читай же, что внушено тебе в откровении. Здесь
ученые интересное мнение приводят, то, что если вернуться к истории этой суры, как она была ниспослана в ответ на запрос мушриков Мекки, многобожников Мекки, что они попросили разъяснить историю обладателя пещеры, Зуль-Карнайна и так далее. И тогда был ниспослан этот аят. Однако это не является обыденностью, что Аллах Субхану ва Тааля на любой каприз неверующих отвечает им на их вопросы. Нет, потому что сегодня они попросят это, завтра они второе, завтра третье, четвертое, пятое. Им постоянно они будут что-то просить. Они просят, чтобы ангелы спустились с небес, они просят, чтобы чудеса какие-то произошли. Это обыкновение человека, в сердце которого есть заблуждение, сердце которого мертво. Он постоянно ищет себе отговорки. Вот если ты мне это приведешь, я уверую. И вот если это чудо произойдет, я уверую. Если третье произойдет, я уверую. И это произойдет, он не уверует, потому что он лишь ищет оправдание своему неверию. И здесь же история суры Аль-Кахф, да, она была таковой. Аллах Субхану ва Тааля ответил, но потом говорит: «Ватлю ма ухия илейка мин китаби раббик». Читай же то, что было ниспослано тебе от твоего Господа. Да? Аллах Субхану ва Тааля, Он сам ниспосылает аяты, Он сам ниспосылает шариат, законодательство, так, как Он пожелает, в какой форме и пожелает, и когда это пожелает. И эта религия, она не приходит ответом на каприз неверующих, на каприз далеких людей от религии. Нет, здесь великая миссия заложена ниспослать людям верное руководство, которое будет вести их правильным путем до самого последнего дня, до судного дня. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: читай же то, что тебе ниспослано, то, что мы тебе внушаем в откровение, ты это читай и доводи до людей. «Ля мубаддиля ли калиматихи», и нет, не будет ему никакой замены. Читай все. Даже, может, им что-то это не нравится, или с чем-то они не согласны, или чему-то они противятся, им это тяжело воспринять, это противоречит их мировоззрению, их убеждениям и тем обычаям, на котором они уже десятки лет живут. Неважно, читай им все это, ведь это послание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И твоя задача довести, а уверуют они, не уверуют, это другой вопрос. И пусть тебя не смущает, пусть тебя не пугает их меры против тебя, против твоего призыва. Аллах Субхану ва Тааля, ведь ты не найдешь другого убежища, кроме как у Аллаха. «Валян таджида мин дунихи мультахада». Ведь Аллах твой покровитель, и ищи ты защиты у Него. Обращение к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, и, конечно же, нам то, что Писание Всевышнего Аллаха мы должны читать, мы должны его изучать, мы должны его воспринимать и действовать, опираясь на него, и не боясь каких-то упреков, порицаний, угроз и так далее, если они какие-то поступают, лишить человека удела, лишить человека здоровья или еще чего-то не было, не боясь этого, следовать этому пути. Ведь если ты будешь следовать, ты найдешь у Аллаха Субхану ва Тааля защиту, убежище. Однако, если ты отклонишься в угоду каких-то людей, то не будет у тебя никакого прибежища. Аллах Субхану ва Тааля лишит тебя своей защиты. Давам итебзмаль. Хорошо. Еще один аят возьмем. Этот аят, он является вообще заключением всего того, что до этого говорилось. Вообще, сура Аль-Кахф, она очень интересна. Мы знаем, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, какую пользу привел от суры Кахф тому, кто ее выучит. Выучит первые 10 аятов и последние 10 аятов. Это что? Защита от смуты Даджаля, который выйдет перед судным днем. Самые тяжелые, самые страшные смуты, испытания, которые вообще будет на этом свете, это смута, испытания Даджаля. Ведь даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если не будьте уверены в своей вере, если вы слышите, что Даджаль появился, убегайте от него, не выходите ни в коем случае к нему навстречу, чтобы испытать свою веру. Ведь будут к нему приходить люди, которые убеждены в своей твердости на вере, и потом они отклонялись, поддавались его искушению и испытанию. Это настолько тяжелое и трудное испытание будет. Почему же именно сура Аль-Кахф является той сурой, которая
защитит человека от смуты Даджаля. Потому что в этой суре приводятся 4 вида испытания и ответ на то, как эти 4 вида испытания пройти. И первое испытание, оно приходит в историю юношей. Это испытание религии. Второе испытание, следующая история о обладателях двух людей, обладателей сада, это испытание имуществом. История Мусы – это испытание знанием. И история Дуль-Карнейна в конце самой суры – это испытание властью. Испытание религией, испытание богатством, испытание знанием, испытание властью. Вот эти 4 вида испытания приводятся в этой суре. И они приводятся в качестве историй, в историях. И в конце, и каждый из них в этой истории приводится ответ на то, как вести себя, если человек испытан этими вещами. И Даджаль придет со всеми этими 4 испытаниями. Он будет испытывать веру человека, его будет испытывать богатством, знанием и властью. Так вот же, только что вот эта вся история об обладателях пещеры, она касается испытания веры человека. Ведь если вернуться к истории, это молодые юноши, которые находились в окружении греха, в окружении многобожия, в окружении язычества и неверия. Они были единственными из числа уверовавших, а весь их народ, правители и все остальное было против них и грозило им и их религии. И как же поступить? Как же сохранить свою религию? Как ее защитить? Как не поддаться на это искушение? Как избежать этого? Как быть твердым на религии, когда вокруг столько соблазна, искушений и испытаний? Да? Мы можем даже аналогию к самим привести, да? В наше время, в ту атмосферу, в которой мы существуем, в какой-то степени можно сравнить с той, в какой они жили. Да, альхамдулилля, сегодня у нас угрозы со стороны власти нет у нашей религии. Альхамдулилля, мы сидим в мечети, да, в центре города и выполняем свои обязательства перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Однако есть сколько других искушений, соблазнов, да, вокруг. Летом, вот выйдя на улицу в этот жаркий день, просто не знаешь, куда глаза деть, куда смотреть. Куда бы ты ни смотрел, все равно что туда попадет. Вот это все искушение, соблазн, его вокруг очень много, повсюду. Как же сохранить свою религию? Это испытание, несомненно, религии человека. И вот аят отвечает на это. Что говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля? وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Ответ на то, как пройти испытание веры, сохранить ее в трудное время, во временное искушение соблазна, будь терпелив вместе с теми, которые поминают своего Господа утром и вечером, стремясь к его довольству. Будь терпелив, то есть терпи на пути религии. Терпение у нас бывает к требованиям религии. Чтобы их выполнять, нужно терпеть. Терпение к запретам религии. Чтобы от них отстраниться, чтобы не впасть в эти грехи, нужно проявить терпение. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Васбир», терпи вместе с теми, которые поминают Аллаха утром и вечером, стремясь к его довольству. Вот он ответ. Значит, человеку для того, чтобы религию свою сберечь, сохранить, что нужно делать? Не просто терпеть, а терпеть одному вместе в джамаате. Быть в обществе таких же людей, которые поминают Аллаха Субхану ва Тааля, поклоняются Ему, совершают Его повеления, оставляют Его запреты. Когда ты вместе будешь с ними, иншаллах, тогда твоя религия, она будет в
в сохранности и в безопасности. Однако, как только человек отделится, тогда его уже со всех сторон окружают, атакуют. Это и он остается наедине со своим нафсом, который постоянно хочет все эти мирские блага, соблазны. И его окружают шайтаны, да, шайтаны из числа джиннов, шайтаны из числа людей, с которыми ему уже придется одному противостоять. И, конечно же, мало кто это сможет выдержать. И здесь главное правило получается, как же религию сберечь, как сохранить ее, это проявлять терпение на пути религии вместе с другими, которые стремятся к довольству Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Быть вместе с благонравными, вместе с богобоязненными, верующими мусульманами. Это очень важно. Если ты окажешься в другом обществе, которое стремятся к греху, ты рано или поздно поддашься и впадешь в это. Демек, основа сохранения своей религии и как же пройти испытание религии – это быть в джамаате, быть вместе с другими верующими. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. И не отворачивай свой взор, не отходи от них, стремясь к мирскому. Не отходи от них, стремясь к мирским благам и украшениям. Это тоже часто бывает. Да, человек реже начинает появляться в мечети. Он вроде ходил, а потом хоп, его нету. Потом через какое-то время видишь, а у него, говорит, у меня работа, я не успеваю до вечера на работе и так далее, и так далее. Вот это оно есть. Получается, человек что сделал? Отдалился от джамаата. Для чего? Туриду зинат аль-хаяти дунья. Для того, чтобы заполучить эти мирские украшения, мирские блага. Это уже риск. Это уже его отдаляет от религии. Туриду зинат аль-хаяти дунья. То есть лучше человеку, если есть необходимость, лучше, другого выбора нету, оставить ту работу, которая его отдаляет от мечети, и находиться там. Может, там и зарплата меньше, да? Может, там и меньше ты получишь денег, но при этом ты будешь способен находиться в обществе мусульман, будешь способен ходить на джума намазы, на джамаат намазы и быть вместе с другими мусульманами. Для верующего это лучше, чем зарабатывать много и отделиться и лишиться всего этого. И также Аллах говорит: «Валя тута'ь ман агфальна кальбаху ан зикрина, ваттаб'a хаваху ва кана амруху фурта». И не повинуйся тем, сердца которых мы сделали небрежными к поминанию Аллаха, к поминанию нас. И он последовал своим страстям, и действия его стали тщетными, пустыми. И не повинуйся, не следуй за теми людьми, которые в сердцах у них беспечность. Они отдалены, отстранены от поминания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. А на делах у них следование страстям. То есть у них и в сердце болезнь, и дела у них испорчены. Не следуй за ними, не повинуйся им, ведь их дела будут тщетными и пустыми. Вот это аят, да, ответ и правило того, как надо вести себя верующему человеку, чтобы сберечь свою религию и быть крепким на этом пути. Еще раз повторим, да, будь терпелив вместе с теми, которые поминают Аллаха утром и вечером, стремясь к Его довольству, они искренни. И не отклоняйся от них, не отворачивайся от них, стремясь к мирским благам, к мирским украшениям, к мирскому богатству. Будь с ними. И не подчиняйся, и не повинуйся тем, сердца которых отвращены от поминания Аллаха, а дела их – это следование страстям, и благодеяния их будут тщетными.
На этом, иншаллах, завершим. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله